Здравствуйте! В эфире передача «Будем вместе». В нашей республике созданы все условия для дополнительного образования детей. Проводимые конкурсы и фестивали выявляют активных и способных к саморазвитию детей. И большим стимулом для них является поощрение за достигнутые успехи. 1 июня делегация детей из нашей республики, победители различных конкурсов, проводимых Международным детским фондом «Дети Саха-Азия», побывали в Москве на праздновании Дня защиты детей. Якутские школьники посетили Москву по приглашению Российского детского фонда. Поездка была организована Международным детским фондом «Дети Саха-Азия». В составе делегации были дети из Нюрбинского, Усть-Алданского, Горного, Намского, Хангаласского районов и города Якутска. Победители конкурсов и проектов, проведенных фондом, а также ребята из приемных и многодетных семей. Дети из Якутии стали участниками праздничной программы, собравшей 10 тысяч детей из 26 регионов нашей страны, а также стран Содружества. Ярким событием для них стала экскурсия по Красной площади и Кремлю. Я сегодня побыл в Кремле, я там видел царь-пушку, мы узнали историю этого Кремля. Я сегодня побывала в Кремле, увидела очень много соборов, узнала историю Древней Руси. Особенно мне понравился царь-колокол. Его называют царь-колоколом, потому что там изображен царь. Я сегодня побывала в Кремле. Там было очень интересно. Особенно мне понравилась царь-пушка. Царь-пушка весит 40 тонн, а одна его ядро весит 1 тонну. Для детей была организована интересная и насыщенная программа. Запоминающимся стало посещение Государственного историко-архитектурного музея-заповедника Царицына, загородной резиденции императрицы Екатерины II. Все ребята побывали в Царицыно первый раз. Дети смогли увидеть главные достопримечательности Москвы с палубы теплохода и поделиться своими впечатлениями. Яна, привет! Где сегодня побывали и что тебе понравилось? В музее Екатерина. Музей понравился, парк Царицына. Главным событием стало празднование Международного дня защиты детей, организованного Российским детским фондом детям, приехавшим из регионов нашей страны и стран ближнего и дальнего зарубежья. Якутские школьники поделились своими эмоциями в интервью телеканалу «Россия». Впервые в жизни дети побывали в Большом театре, увидев интерактивное театрализованное представление артистов театра. Наши ребята смогли пообщаться с председателем фонда, детским писателем Альбертом Лихановым. Здравствуйте, Альберт Анатольевич. Вы как директор Всероссийского детского фонда все делаете для детей, ведь так? И о чем вы мечтаете? Мечтаю, чтобы у вас все было хорошо. Чтобы у вас все было хорошо. И на нашем празднике все было хорошо. Какие пожелания ты можешь сказать детям? Ты знаешь, я у вас в Якутии был несколько раз. Причем не где-нибудь, а в арктических улусах. Мы видели ребят, которые учатся, но им надо помогать много. Мы туда, например, привезли тогда, вместе с вашим президентом тогдашним Николаевым, мы купили и самолетом привезли 7 зубоврачебных кабинетов. Знаешь, потому что там их не было. Теперь они, наверное, появились, может, еще работают, не знаю. Поэтому вашему народу живется труднее, чем другим. Вы живете в районе Арктики, в районе холодов. И поэтому вас нужно, значит, больше любить и больше вам дарить всяческого тепла. Дети поделились своими впечатлениями от посещения Большого театра. Мне запомнилось оркестр, потому что они играют очень лучше. В Большом театре мне больше всего понравился оркестр, потому что они играли очень хорошо и профессионально, и они звучали красиво. Восторг у детей вызвала экскурсия в московский зоопарк. Ребята с большим интересом наблюдали за животными, узнавая факты из жизни постояльцев зоопарка. Экскурсовод рассказывала детям о животных, обитающих в зоопарке, показала, как они живут и чем питаются. Многих животных дети живьем видели впервые и проявили неподдельный интерес, задавая много вопросов. Ребята остались очень довольны визитом в московский зоопарк.
Нам, наверное, больше всего понравился обезьяны. Потому что там обезьян больше было всего, и было интересно смотреть. Мы обедали в центре Москвы, то есть возле Кремля. Кафе называется «Чайковский». Все было очень вкусно. Незабываемым для всех ребят стал вечер знакомств, где культуру своих народов показали дети из Азербайджана, Луганской республики, Казахстана, Абхазии и других регионов нашей страны, а также других стран. Дети из нашей республики рассказали о Якутии и ярко представили нашу культуру. Я родилась в Якутии, на Лене, стране дядь снегов белым-бело, и слабо имею представление о тех краях, где круглый год тепло. Yüksetihi üçügeyi, melci, günü çemeleyen, ahın tapta kirene. Dumana ağalan, dağaran, dağaran, çabırgiri koyan, çabırgaklı sarda. Buluncuk, 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 Поездка детей из Якутии в Москву на празднование Дня защиты детей является ежегодной, и в следующем году такая возможность появится у других ребятишек. 3 июня на площади Дворца детства стартовал танцевальный проект «Танцуем вместе». Научиться танцевать сможет любой желающий. Организаторы проекта – Дворец детского творчества и Международный детский фонд «Дети Саха-Азия». Мы с удовольствием откликнулись на такой проект, потому что такое существует и в Москве, что можно прийти бесплатно танцевать. Мы подумали, что действительно очень хорошо, чтобы было бы доступность, чтобы люди, независимо от возраста или каких-то увлечений, могли прийти и научиться различным танцам. В первый день научиться танцевать пришло около 300 горожан. С первых минут взрослые дети погрузились в мир танца. Зажигательная музыка и доступные танцевальные движения заставили двигаться буквально каждого пришедшего в этот вечер. Специальной танцевальной подготовки здесь не требуется. Танцевать свободно и раскрепощенно может любой желающий. Мне кажется, это очень хорошая возможность подзарядиться и энергией, и хорошим настроением. Благодаря поддержке фонда «Дети Саха-Азия» мы сейчас на площадке Дворца детского творчества можем предоставить такую возможность для наших горожан заниматься вот таким активным движением. Но движение – это жизнь, и танцы дают не только нам жизнь и движение, но еще и радостные эмоции. И мне кажется, что для нас, северян, вот набраться позитивных эмоций и энергии за такое короткое лето – это очень важно. Все собравшиеся получили заряд бодрости и положительной энергии, повторяя движения в стиле хип-хоп от коллектива Dance Generation, современного танца, диско и этнофитнес от преподавателей Дворца детского творчества Нины Томской, Елизаветы Афанасьевой и Николая Ягнюрова. Не ожидалось так много людей, ожидалось от 15 человек, ну такое вот ожидание было. И там было вообще очень интересно и жесткую энергетику давали. Как бы я же современный танцор, и вообще все повторяли, до бабушки, до и дедушки, и там дети, и все возраста повторяли движения. Это было вообще так много энергии от них шло. Большой интерес горожан побудил организаторов вручать номинации участникам проекта для стимулирования самых активных и для повышения интереса к танцам. Огромное количество пришедших на проект горожан в первый же день показало нужность и востребованность этого проекта. Мне
Мне подружка сообщила, я говорю, давай пойдем сходим. Но она не пришла. А мне захотелось прийти, просто посмотреть. Оказывается, тут не только посмотреть, тут заставляют плясать. Тут не хочешь, все равно захочется танцевать. Ну, так мне очень понравилось. Я приду, конечно, буду ходить. Буду ходить обязательно. А мне знаете, сколько уже? Больше 70 лет. Очень хорошо, что такое мероприятие, что все могут прийти и потанцевать, выучить что-нибудь новое. Мне это очень нравится. Замечательное мероприятие. У меня 85 лет, и то вышел потанцевать. Социальный проект «Танцуем вместе» будет продолжаться все лето. Абсолютно бесплатно, по будням, каждый вечер горожане смогут научиться танцевальным движениям у лучших хореографов города. Танцевальная площадка ждет всех желающих. Мы продолжаем знакомить вас с детьми, которым нужна семья. Знакомьтесь, это Влад. Мальчику 6 лет, веселый и добрый. Влад покоряет всех своей улыбкой, открытостью и жизнелюбием. Молодец. Посчитай, сколько собачек? 1, 2, 3, 5. Вот сюда иди. Мама. Влад очень активный и смышленый мальчик. В детском саду он хорошо общается со сверстниками, сам себя обслуживает, любит играть и обожает машинки. Да, хорошая машинка, крутая, покажи. Влад хорошо общается со всеми, интересуется окружающим миром, проявляя интерес ко всему вокруг. Мальчик тянется ко взрослым и очень ждет, что скоро у него появятся мама и папа. Пребывание ребенка, оставшегося без попечения родителей, в одном из специальных учреждений является временной формой его устройства. Это связано с тем, что каждый ребенок имеет право на семью. Форма заботы о детях бывает разной. Это усыновление, опека и приемная семья. Но при этом, несомненно, то, что воспитание чужого ребенка сопряжено со многими трудностями. И во избежание их возникновения граждане, желающие взять ребенка, должны быть мотивированы и подготовлены по всем направлениям. Эту тему мы продолжим в одной из наших следующих передач. Мы встретимся с вами через неделю. Всего вам доброго. До свидания.